Давайте помолимся за наших детей. Pasimelskime už mūsų vaikus. У них началась воскресная школа, да? Pas Как я juos понимаю. sekmadienio mokykla prasidėjo. Это очень важно. Это очень важно, Tai labai svarbu, когда они получают, так сказать, духовное образование. jie gauna tą dvasinį išsilavinimą. В школе они получают мирское образование, Mokykloje jie tą pasaulietinį tą išsilavinimą gauna. и это хорошо. Ir tai yra gerai, Учиться важно, нужно, mokintis reikia. но очень важно, наверное, важнее всего это духовное образование. Bet turbūt svarbiausia yra tas dvasinis išsilavinimas. И наши дети начинают его Ir mūsų в vaikai воскресной школе. pradeda sekmadienio И mokyklą. знаете, слава Богу, что есть такая возможность, да? Šlovė Dievui, kad yra tokia galimybė. И давайте помолимся и благословим. Pasimelskime ir palaiminkime. Отец, мы благодарны за эту возможность, Tėve, mes dėkojame за šitą то, что ты galimybę, поднимаешь учителей, kad tu pakeli mokytojus верных, ištikimus, послушных paklusnius и истинных. ir teisingus. Господь, мы благословляем учителей, Viešpatie, даруем laiminam мудрость свыше, mokytojus ir te ateina чтобы они išmintis iš смогли за aukštybių, это короткое время kad jie galėtų per šitą trumpą laiką вложить те ценности, įdėti tas vertybės, которые обогатит наших детей, kurios praturtins mūsų vaikus. обогатит сердца, Jų širdis praturtins, мысли, mintis душу, praturtins, sielą praturtins чувства. ir jausmus. Поэтому мы благословляем учителей, Tada воскресную laiminam школу. mokytojus ir visą sekmadieninę Также мы mokyklą. благословляем наших детей. Laiminam visus mūsų vaikus. Это дар, данный нашей церкви. Tai yra dovana duota Мы mūsų благословляем, bažnyčiai. чтобы они были способны принимать, Mes laiminam, kad jie būtų pajėgus priimti, слышать išgirsti и ir переживать išgyventi Бога, Dievą. Бога Dievą по-настоящему, iš tikrųjų išgyventi. чтобы у них уже открывались отношения, Kad jau pas juos atsivertų tie чтобы santykiai, их вера утверждалась, kad jų tikėjimas чтобы их духовный įsitvirtintų, иммунитет kad укреплялся. dvasinis imunitetas Поэтому мы sustiprėtų. благословляем во имя Todėl Иисуса. mes jos laiminam Jėzaus И мы vardu благодарны за наших детей. ir dėkingi už mūsų Мы vaikus. рады нашим детям. Mes džiaugiamės Это mūsų большое vaikais. благословение для нас. Tai yra didžiulis palaiminimas dėl Во имя mūsų. Иисуса. Аминь. Jėzaus vardu. Amen. Аминь. Слава Господу. Šlovė Dievui. Спасибо. Спасибо Ačiū. прославлению. Ačiū šlovinimui. Спасибо всем служителям. Ačiū visiems Знаете, tarnautojams. Спасибо за вашу верность, Ačiū už jūsų ištikimybę, за ваше стремление и посвящение. už jūsų veržimas ir tą И даже pasišventimą. когда вы, может быть, не видите какую-то отдачу, Ir galbūt nematot kažkokio atsako или внимание людей. arba žmonių dėmesio nesulaukėt. Но Господь все видит. Bet viešpats viską mato. Конечно, не всегда эти слова такие утешительные, Žinoma, ne visada tie žodžiai tokie pagodžiantys. но все же Bet visgi Господь видит. viešpats mato. И важно не здесь зарабатывать авторитет, Ir svarbu ne čia savo autoritetą ну, užsidirbti, какое-то положение, kad padėti kažkokią мнение людей. žmonių nuomonę. Я заметил, что вообще человек очень такое непостоянное существо. Aš pastebėjau, kad žmogus toks labai nepastovi asmenybė. Очень, настолько сильно. Labai stipriai. Раньше как-то я думал, что молодежь непостоянная. Anksčiau galvojau, kad jaunimas tas nepastovus. Оказывается, все равно, сколько тебе лет, и такой, знаешь. Pasirodo, nesvarbu, kiek tau metų. Вроде бы сейчас хорошее настроение, да? Atrodo, dabar gera nuotaika. 2 минуты прошло. И что-то как-то так. 2 минуты A, прошло. 2 minutės praėjo. И как-то так. Ir kažkaip taip jau labai. Поэтому мы учимся Todėl mokinamės. радоваться постоянно в Господе, да? Nuolat džiaugtis viešpatyje. Не жить по настроению, Negyventi pagal nuotaiką, а жить по вере. o gyventi Amen. pagal tikėjimą. Поэтому Amen. мы говорим о духовном росте. Todėl kalbam apie dvasinį Э, augimą. Это очень важная тема. Labai svarbi tema. Мы также должны возрастать духовно.
Todėl mes taip pat turime augti Мы dvasiškai. знаем, что в духовном росте нету предела. Žinom, kad dvasiniam augime nėra ribų. Вы знаете это? Ar jūs tai Нету žinote? предела. Nėra ribų. Потому что Бог безграничен. Nes Dievas beribis. Он безграничен. Jis beribų. Люди пытаются объяснить Бога. Žmonės bando paaiškinti Dievą. Люди пытаются показать Бога, Žmonės bando parodyti Dievą, что Он такой или такой. kad jis toks ar toks. Но это настолько мизерное понимание, Bet čia toks labai mažas supratimas. кто есть Бог. Kas yra Dievas? Кто есть Бог. Kas yra Dievas? Поэтому мы дальше будем продолжать. Todėl tęsim. И то, что я не закончил несколько воскресений назад, Ko aš neužbaigiau я praeitą хочу sekmadienį. закончить это, Kelis sekmanius atgal. довести это до Noriu, завершения, noriu pabaigti tai, потому что у меня уже назрела другая тема, nes jau subrendo kita tema, также связанная с нашим духовным ростом. taip pat susijusi su dvasiniu augimu. И мы знаем, когда мы читаем Слово Божье, Ir mes žinom, kai skaitom Dievo žodį, что об этом много пишется. kad apie tai daug rašoma, Очень много. labai daug. Мы уже говорили о Павле, Kalbėjom apie мы Paulių, говорили о apie Петре, Petrą kalbėjom, также Иисус apie Jėzų kalbėjom, говорил. И очень много. daug. И я, наверное, коротко напомню те принципы Trumpai priminsiu tuos principus духовного роста человека от апостола Петра. dvasinio augimo žmogaus. Tai Там их Petro Там их apaštalo 9 штук. pavyzdys. Ten 9 punktai. И мы остановились, насколько я помню, на рассудительности, да? Mes Если вы помните. sustojom ties, Ну, вспомните рассудительность. Что такое рассудительность? А давайте откроем 2 Петра, 1 главу, с 5 по 8 главу, и мы узнаем. atsiverskim, 2 Petro. Это основное наше место. Tai И- pagrindinė rašto vieta. Именно там описаны принципы, как мы можем возрастать духовно. Ten aprašyti principai, kaip mes galime augti dvasioje. Там нам ясно понимается, в каком направлении и как нам надо двигаться. Ten aiškiai parodoma, kokia kryptimi ir kaip mes И turime давайте judėti. прочитаем. Ir 2 perskaitykime. Петра 1, 5, 8. 2 Petro 1, 8 eilutė. То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Todėl parodydami visą stropumą nuo 5 eilutės, praturtinkite savo tikėjimą dorybę pažinimu, pažinimą susivaldymu, susivaldymą ištvermę maldingumu, maldingumą brolybę, o brolybę meilę. Для чего нужен духовный рост? Kam reikalingas dvasinis augimas? Мы говорили о 3 вещах, для чего это нужно. Kalbėjom apie 3 dalykus, kam to Но reikia. сегодня мне еще пришла на ум еще одна важная также часть. Bet man šiandien atėjo dar viena svarbi dalis. Первое, для чего? Это для того, чтобы преобразоваться в образ Христа. Kam tai? Tai, kad supanašėtumėm su Kristumi. Именно это же место Писания, 8 стих, и говорит об этом. Apie tai ir kalba 8 eilutė šios vietos. Цель, чтобы разрешить Богу жить в нас и через нас. Tikslas leisti Dievui gyventi mumise ir per mus. Не просто перенять повадки, Ne tik perimti ну, мимику Бога. Dievo išraišką veido. Или как Он ходил. Arba kaip jis vaikščiojo. Нет, Не. это вообще как бы не важно. Tai nesvarbu. Важно разрешить Богу жить в нас Svarbu leisti Dievui mumise и gyventi через нас. ir per Вот mus что gyventi. важно. Štai kas Потому svarbu. что кто лучше Бога может жить, нежели Бог? Kas geriau gali gyventi už Dievą mumise, nei pats Dievas. Потому что мы можем копировать что-то, Mes galim kažką kopijuoti. но чаще всего это очень даже далеко от
Bet от dažniausiai Бога. tai labai toli nuo Dievo, visai nepanašu į tai. Поэтому это. Второй очень важный момент – Todėl это antras momentas то, что мы приобретаем сверхъестественные способности. tai, kad mes įgyjam ant gamtinių savybių. Когда мы возрастаем в Боге, Kai augame Dieve, мы становимся ближе к Богу, artimesni Dievui tampam, и arčiau в Dievo. нас начинают проявляться сверхъестественные способности. Ir mumise pradeda reikštis tos antgamtiniai Библия sugebėjimai. полна проявлений. Ir Biblija pilna tokių Когда ты pasireiškimų. читаешь, Kai tu skaitai, мы видим, что Бог сверхъестественно действовал через людей. Kad Dievas antgamtiškai veikia per žmonės. Это мы видим в жизни Иисуса, в жизни апостолов. Apaštalų Jėzaus gyvenimuose matėm. Я так верю, что даже вы видели в своей жизни сверхъестественные проявления. Aš tikiu, kad ir savo gyvenime jūs matėte tų antgamtinių Иисус pasireiškimų. призывает к этому. Ir Jėzus tam kviečia. Но чтобы они проявлялись в нашей жизни, Bet kad tai pasireikštų mūsų gyvenime, мы должны возрастать духовно. mes turim dvasioje Следующий augti. очень важный момент, чтобы Sekantis. мы не поддались на разные ветры учения. Sekantis momentas, kad mes nepasiduotumėm įvairiems mokymams, Чтобы у нас было твердое kad основание. mes turėtumėm tvirtą pagrindą. Иисус говорит о твердом основании, да? Jėzus kalba apie tą tvirtą pagrindą. Если мы не способны положить твердое основание, Jeigu mes nepajėgus padėti to tvirto наше pamato, строение будет подвержено. mūsų pastatas jis bus įtakojamas Разными ветрами, įvairių vėjų и оно не устоит. ir jis neišstovės. Вера не устоит. Tikėjimas У neišstovės. нас сил не хватит, Mums jėgų nepakaks, терпения не хватит. kantrybės nepakaks. И это очень важно. Ir tai yra labai svarbu. Сегодня очень много ветров учения, Šiandieną daug tų mokymo vėjų yra. особенно в наше время. Ypatingai mūsų Вообще laiku. 2020 год, 2020 metai. он очень стал плодотворным на разные ветры учения. Jis labai vaisingas ant tų visų tų mokymo vėjų. Последнее, что я слышал, что говорят, что дьявола уже больше нету. Paskutinį, ką girdėjau, kad velnio nėra. Все, нету его, вообще Jo не было visai никогда. nebuvo ir nebėra. И этому учат. Ir to mokina. Поэтому будьте внимательны. Todėl būkite dėmesingi. Когда вы кого-то слушаете или слышите, Kai kažko klausotės ar girdite, будьте внимательны. būkite dėmesingi. Мы знаем, что Иисус учил, чтобы мы обращали на жизнь человека. Mes žinom, kad Jėzus mokino, kad mes kreiptumėm dėmesį į gyvenimą žmogaus. Каким духом Он говорит. Kokia kalba И jis следующий kalba, очень момент kokia такой, dvasia jis kalba. что мне пришло вот на Sekantis сердце. momentas, kas atėjo į širdį. Когда мы возрастаем духовно, Kai augame dvasioje, у нас появляется, ну как такая способность, наверное, так сказать, įgyjame tokį kaip ir sugebėjimą не идти на компромисс neiti kompromisą с этим миром. su šiuo pasauliu. Не идти на компромисс. Neiti Мы kompromisą. начинаем понимать, что есть белое, что есть черное. Mes pradedam suprasti, kas yra juoda, kas yra Raspoznavать. balta. Atpažinti. Почему это важно? Kodėl tai svarbu? Иисус сказал, что дьявол приходит как ангел света, Jėzus pasakė, kad velnias ateina kaip šviesos angelas. и он может предложить вещи, Ir jis gali pasiūlyti такие dalykų, заманчивые, хорошие, tokių, красивые. tokių viliojančių, tokių gražių, gerų. И очень важно, Ir labai когда мы svarbu, возрастаем духовно, kai mes dvasioje augam, мы распознаем это. mes tai atpažįstam. И мы не идем на компромисс с этим миром. Ir mes neiname kompromisą su šio Знаете, вот pasauliu. это, когда Давид сказал, кто этот необрезанный, Kai Dovydas pasakė, kas tas neapipjaustytas. обрезание, оно знак имело, Tas apipjaustymas jis znak. buvo kaip ženklas, что Бог отделил для себя народ. kad Dievas dėl savęs atskyrė tautą. Вот что означалось обрезание. Štai ką reiškia А apipjaustymas. что значит быть отделенным для Бога? O ką reiškia būti atskirtas dėl Dievo? Бог это не просто брелок какой-то ты на не ты- ключах. Tai ne tik pakabutis ant rakto. Это не что-то еще такое, знаете, атрибутика какая-то. Tai ne kažkokia tai atributika, Atličitelnaja. tokia atskiriamoji. Это намного серьезнее. Tai daug rimčiau.
Когда Бог, берет для себя народ, Kai Dievas paima savo tautą, Он отсоединяет его от этого мира. jis Понимаете? atskiria ją nuo šio pasaulio. Значит, все, кем я был в этом мире, Visa, kas aš buvau šiam pasauliu, делал, ką aš dariau, уже в прошлом. tai yra Моя praeitį. жизнь теперь принадлежит Богу. Mano gyvenimas dabar priklauso И я не Dievui. иду теперь на компромисс с миром. Ir dabar neinu į kompromisą su šio pasauliu. Но я живу по правилам Божьим, по воле Божьей. Gyvenu pagal Dievo taisyklės, Ir to очень pagal важно. Dievo valią ir tai Nu, yra ладно. labai svarbu. Хорошо. Мы прочитали это место Писания. Perskaitėm šią И первое rašto слово vietą. там старание, говорится старание. Pirmas žodis - stropumas. Не так просто возрастать духовно. Ne taip paprasta augti dvasioje. Это не происходит автоматически. Tai ne automatiškai vyksta. Это не происходит после того, если ты какие-то заветные слова сказал. Tai nevyksta po to, kai tu kažkokius tai tokius paslaptingus žodžius ištarai, Но для того, чтобы возрастать, нужно приложить старание. bet tam, kad Понимаете? augtume, reikia įdėti Что значит pastangų. старание? Ką reiškia tos Это значит pastangos? от всего сердца. Vadinasi, tai iš viso Понимаете? От širdies. всего сердца. Iš viso И širdies. тогда у вас все Ir получится. tada jums viskas И это pavyks. касается любой сферы вашей жизни. Tai liečia bet kokią sferą mūsų Там, где gyvenime. человек прикладывает старание, там всегда будет успех. Ten, kur žmogus įdeda pastangų, ten visada bus sėkmė. Прикладываешь старание в учебе, Į mokslus įdedi tas pastangas будет успех. ir bus tenai sėkmė. Прикладываешь старание в работе, Darbe įdedi pastangas будет успех. ir bus sėkmė. Это очень важно. Ir tai yra labai И мы читали svarbu. там два места Писания Ir skaitėm dvi rašto из Старого vietas Завета. iš Senojo testamento. Один был царь Амасия, Vienas buvo karalius а Amasijas, другой был царь Езекия. o kitas karalius Ezekijas. Один служил Богу, но не от всего сердца. Vienas Dievui tarnavo ne iš viso širdies. Посвятил свою жизнь не от всего сердца. Pašventė savo gyvenimą ne iš viso И мы širdies. видим в конце, он впал в идолослужение. Ir gale jis ten į stabmeldystę įkrito. Потому что не от всего сердца. Nes buvo ne iš viso širdies. Оно не принадлежало Богу полностью. Ji vis pilnai Dievui А nepriklausė. нету чего-то средненького, есть или Бог, или дьявол. Ir nėra kažko tais vidury, arba Dievas, arba Или velnias. свет, или тьма. Arba šviesa, arba tamsa. Не можно служить двум господам. Negalima tarnauti dviem šeimininkam. Или ты Богу полностью посвящаешь, Arba Dievui pilnai pasišventi, или дьяволу. arba velniui. И мы видим результат, что он кончил нехорошо свою жизнь, Амасия. Ir Amasėje matom, jo galas nelabai И, gerai мне очень... baigėsi. И потом есть царь Иезекия, O toliau yra karalius Ezekijas. несколько глав ниже. Ten keletas И skyrių там žemiau. написано, что он от всего сердца, Parašyta iš viso со širdies. всем старанием служил Богу. Su visom pastangom jis tarnavo И Dievui. написано, во всем имел успех. Ir parašyta, kad jis visame kame turėjo sėkmę. Во всем имел успех. Visame kame turėjo Господь sėkmę. благословлял его. Viešpats laimino jį. Знаете, что интересно? Ir kas įdomiausia, Что царь Амасия kad karalius стал Amacijas, царем в 25 лет jis tapo karaliumi 25 metų būdamas и царствовал 35 лет. ir karaliavo 35 metus. Не, 25 лет, 29 лет царствовал. 29 metus Но когда мы karaliavo. читаем про Иезекию, что он также в 25 лет стал царем, O kai skaitom apie karalių Ezekiją, jis taip pat 25 metų tapo и karaliumi также 29 лет царствовал, ir taip pat 29 Послушайте, metus это karaliavo. говорит о том, что у нас у всех одинаковые возможности. Tai kalba apie tai, kad mes Слышите? turim visi vienodas galimybės. Одинаковые. Vienodas Но galimybės. результат может быть разный. Bet rezultatas gali būti И все skirtingas. зависит не от того, что Бог любимчиков имеет. Ir tai nereiškia, kad Dievas turėjo numylėtinių kažkokių. А от нашего старания. Tai priklausė nuo mūsų pastangų. Вот если ты прикладываешь старание, Jeigu tu įdėti tas pastangas, готовься к успеху. ruoškis sėkmiai. Второй важный момент – это была вера. Antras svarbus momentas - tikėjimas. Написано, покажите вере вашей. Parašyta, parodykite savo tikėjimo. Вера, она должна возрастать. Tikėjimas turi aukti. Мы должны заботиться о своей вере. Mes turim rūpinti savo tikėjimu.
Она не должна остановиться на росте. Jis neturi sustoti augime. Но эту тему мы возьмем потом поглубже. Šitą temą paimsim И paskui, двинемся giliau, judam toliau. Написано дальше: покажите в вере вашей добродетель. 2 Петра 1:5. Parodykite stropumą, Это добрые дела, tai yra geri darbai, которые я могу делать для Бога и для других людей. kuriuos aš galiu daryti dėl Dievo ir dėl žmonių. Следующее – это рассудительность. В добродетели рассудительность. Pažinimas, Ну, пятая строчка, 5 строчка. Да ладно, не может быть. Что за Библию вы читаете? Ну, dorybė pažinimo. рассудительность, поженимся. Ну, правильно. В добродетели рассудительность. Dorybė Что такое pažinimo. рассудительность? Kas tai yra Это pažinimas? правильное понимание истин. Посмотри. Teisingas tiesų suvokimas. Это правильное понимание истин. Teisingas tiesų suvokimas. Что Библия говорит Tiesos. о Боге, Ką Biblija kalba apie Dievą, о Иисусе, apie Jėzų, о церкви, apie bažnyčią, об аде, о apie смерти. pragarą, apie о mirtį, семье. apie šeimą. Именно вот что? Вот ты правильно понимаешь эти истины, Tu teisingai suvoki, supranti šitas tiesas. и дальше ты правильно применяешь эти истины. Ir toliau tu teisingai panaudoji, pritaikai šitas tiesas. Вот что такое рассудительность. Štai ką reiškia tas Ты pažinimas. ясно понимаешь, что такое церковь, Aiškiai supranti, kas yra bažnyčia и ты применяешь ту истину в своей жизни. ir tu pritaikai šitą tiesą savo gyvenime. Что я тоже церковь? Kad aš taip pat esu Вау! bažnyčia. Я член тела Христова. Aš esu Kristaus kūno Значит, от narys. меня что-то зависит. Vadinasi, nuo manęs taip pat kažkas Значит, я должен priklauso. что-то сделать, Aš turiu kažką padaryti, чтобы церковь возрастала, kad bažnyčia auktų, чтобы она росла. kad ji Вы auktų. понимаете? И ты делаешь кое-какие шаги для этого. Ir tu darai tam tikrus žingsnius. Вот что link to. значит рассудительность. Štai ką reiškia И мы двигаемся pažinimas. дальше. Judam toliau. Дальше написано: в рассудительности воздержание. Pažinimas susivaldymu. Воздержание. Susivaldymu. Буквально это слово означает Tiesiogiai šitas žodis reiškia удержание себя в чем-то. savęs sulaikymas kažkame. И Слово Божие призывает нас Ir Dievo žodis mus kviečia контролировать свои страсти и телесные похоти. kontroliuoti savo aistras ir kūno geismus. Много соблазнов в этом мире. Daug yra tų pagundų šiame pasaulyje. Очень много. Labai daug. Но чтобы возрастать духовно, мы должны воздерживаться. Bet kad augti dvasiai, mes turim susilaikyti. Воздерживаться от этих соблазнов. Susilaikyti nuo šitų pagundų. Не ходить путем этого мира. Neiti šio pasaulio keliu. Только тогда может происходить духовный рост. Tik tada gali vykti dvasinis augimas. Мы не должны допускать их управлять собой. Mes neturim leisti, kad mus valdytų tai. А я вот так хочу. O aš taip noriu. Или я вот так понимаю. A, va taip Или suprantu. мне вот так удобно. O man taip Или patogiai. мне вот так нравится. O taip man patinka. Я часто слышал, Aš dažnai taip girdžiu. и часто у меня такие желания появляются. Dažnai ir pas mane tokie norai Но Петр ateina. говорит, воздержание. Susivaldymas. Надо сдерживать Reiks- свои желания, Reikia sulaikyti savo norus, свою похоть, savo geismą. не распускать свои мысли, Ir nepaleisti savo minčių, контролировать свои эмоции. emocijas kontroliuoti. Ведь сколько людей плохого сделали из-за неконтролируемых эмоций. Kiek žmonių padarė yra blogo dėl savo nekontroliuojamų emocijų, Со зла, Из из-за пикча. гнева. iš neapykantos. Сколько много вот таких вот плохих вещей, когда человек не контролирует, Kiek daug blogų dalykų vyksta, kai žmogus когда не nekontroliuoja, сдерживает. kai nesulaiko. Много наговорит плохого. Daug prikalba А blogo. иногда приходит до рукоприкладства, Netgi ir ranką kelia, потому что не воздерживается. nes nesusivaldo, А nesusilaiko. Бог через Петра призывает: воздерживайся. O Dievas per Petrą kviečia susivaldyk, Воздерживайся. Не susivaldyk, смотри то, nežiūrėk что тебя разрушит.
kas tave griautų. Не слушай Neklausyk. то, что тебя не назидает. Tai to, kas tave nestatydina. Все нам позволительно, Viskas mums leistina, но не все полезно. bet ne viskas naudinga. Не Бог, знаете, не Бог установил рамки. Ne Dievas nustatė šitas ribas. Ты выбираешь. Tu renkiesi. Это тебя назидает или разрушает? Tave tai statydina ar tave tai griauna. Но ведь я хочу. Bet aš noriu. Ведь мой сосед имеет. Mano kaimynas juk turi. Меня зависть берет. Man pavydas yra. Ох, как он так смог. Kaip jis taip galėjo? Бог говорит, воздерживайся. Dievas sako, Контролируй свои susivaldyk, эмоции. kontroliuok emocijas, Контролируй свой взор. savo žvilgsnį Свой kontroliuok, язык, то, что ты говоришь. savo liežuvį, ką tu kalbė. Перед тем, что-то сказать, лучше подумай. Prieš tai, kai pasakysi, geriau А pagalvok. вообще, самое лучше помолчи. O geriausiai iš vis patylėk. И очень важно. Ir labai svarbu. И это будет помогать нам духовно возрастать. Ir tai mums padės dvasioje И это augti. один из принципов. Tai vienas iš principų. Давайте откроем первое послание Коринфянам. Давайте Пер- прочитаем. 1 Korintiečiams Первое atsiverskime. послание Коринфянам. Вот я взял сегодня Pirmas бумажную Korintiečiam Библию. Laiškas. Pasėmiau šiandien Давайте popierinę Bibliją. попереворачиваем страницы. И Давно этого повертиким. уже не делал я. Pavartykim lapelius, senai To to всё. bedariau. А то все компьютеры, да компьютеры. Kompiuteriai. Не, я не против, конечно. Aš ne prieš tai. Но сколько зависимых сегодня от этого, а? Kiek mes šiandien priklausom nuo šito? Первое послание Коринфянам, 9 глава. Pirmas laiškas Korintiečiam 9 Вау, skyrius. даже вот видите, листья. 9 глава. 27 стих. 27 eilutė 9 skyriaus. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnu, kad kitiems skelbdamas pats netapčiau atmestinas. У апостола такие же проблемы с эмоциями были. Pas apaštalus tokios pat problemos su emocijom. Мы помним, апостолы вообще хотели всю деревню сжечь. Prisimenam, apaštalai visą kaimą norėjo sudeginti. Если вы читаете, когда они с Иисусом ходили, да? Kai skaitėt su Jėzum, kai vaikščiojo. Но Иисус сказал, никакого вы духа странного, ребята. Jėzus pasakė, kokios jūs dvasios čia keistos. Поэтому Павел призывает сдерживаться, Потому- Петр призывает воздержание. Petras, Paulius kviečia Следующее, susivaldyti. следующее говорится, в воздержание терпение. Sekantis susivaldyme, kantrybė. Терпение – это способность Kantrybė tai yra sugebėjimas поступать правильно pasielgti teisingai и жить поистине ir gyventi pagal tiesą, даже в испытаниях или в искушениях. netgi išbandymuose ar išmėginimuose. Вот когда у тебя что-то тяжело, Tau, kai у тебя sunku, большие испытания, turi tą išbandymą и ты уже готов все кинуть, ir tu pasiruošęs jau viską ты уже mesti, готов отпустить, paleisti, ты уже не хочешь бороться, nenori kovoti jau, тебе это уже поднадоело, jau tau įgryso, тебе стало неинтересно, tau tapo nebeįdomu, но Бог призывает к терпению. bet Dievas kviečia kantrybei. Мы знаем, что Бог, говорит, написано, что об Иисусе написано, Он долго терпит. Apie Jėzų parašyta, kad jis labai Долго. kantrus. Он долго терпит. Jis labai kantrus, jis И ilgai. это нас приводит к выносливости. Ir mus priveda prie to Делает нас выносливыми. ištvermingus. Терпение помогает стать нам выносливыми. Kantrybė mus padeda tapti tais ištvermingais. И это очень важно. Ir tai yra labai svarbu. И мы можем научиться проходить все испытания с радостью. Ir mes galim išmokti visus tos išbandymus praeiti su džiaugsmu. С радостью. Su džiaugsmu. Но нужно терпение. Bet reikia kantrybės. Нужно вкладываться в терпение. Reikia investuoti į kantrybę. Нет, я хочу сейчас. Ne, aš noriu dabar. Терпение. Kantrybės. Старайся. Stenkis. Следующее. В Да. терпении благочестие. Toje kantrybėje maldingumas. Петр призывает к благочестию. Petras kviečia tam maldingumui. Это почитание, Tai yra pagarba, благоговейное и послушное отношение к Богу.
tas palankus ir paklusnumas Dievui. Palankumas ir paklusnumas Dievui. Очень важно. Labai svarbu. Сегодня Бог немножко такой пониженный в ранге стал, знаете. Šiandieną Dievas savo rangę toks tapo pažemintas Ведь truputėlį. Бог любовь и Бог милость. Dievas juk meilė, jisai yra gailestingas, maloningas. И мы такого Бога сделали, как будто Он какой-то друг такой, который, знаешь, ну, Ir mes padarėm Dievą, такой приятель. Dievą tokią draugelę. Такой, ну Он же поймет меня. Nu, jis mane supras. Ну, ж такой приятель, знаешь. Toks draugelis. Но мы должны понимать, что Он Бог. Mes turim suprasti, kad jis yra Он Dievas. царь царей. Jis yra karalių И когда ты karalius. приходишь в Его присутствие, Ir kai tu ateini į jo buvimą, ты должен быть готов tu turi būti pasiruošęs прийти с правильным состоянием сердца. ateiti su teisingu širdies stoviu. Постараться. Pasistengti. Вот, например, если тебя бы к президенту пригласили. O tave, jeigu pas prezidentą padumai. pakviest, Что бы ты одел ką tu на apsirengtum встречу с президентом? Вот скажи susitikimai мне, su а? prezidentu? Вот что бы ты одел? O ką tu apsirengtum? Навряд ли бы ты в футболке бы пошел, Kai žinai, ar tą кепочку или в этих maikutę apsimautum в blizgutę? бриджах. Arba su bridžais, su Ты бы kepurėlė. оделся, ну хотя бы плюс-минус, как я вот. Nu, plius minus, bent jau apsirengtum, man atrodo, kaip aš. Я не говорю сейчас об одежде, я говорю о состоянии Aš сердца. Да? nekalbu dabar apie rūbą, apie tą O tom, što širdies stovį. Ты приходишь к Богу с почтением, Tu ateini pas Dievą su с pagarba, уважением, su pagarba, со страхом, su baime. богобоязненный, Tu Dievo baimingus ateini благочестие. su to maldingumu, Со страхом таким. su tokia pagarbia С baime трепетом. ateini. Pagarbia Это baime. Бог. Tai yra И это Dievas важно. ir tai yra Когда ты svarbu. прославляешь Его, Kai tu šlovini jį, как ты прославляешь kaip tu Его? jį šlovini? Какие эмоции, Kokios какие emocijos, слова. kokie žodžiai. От всего ли сердца ты Ему поешь? Ar iš viso širdies tu jam Или в твои giedi? мысли забиты, когда же это все кончится, я А то- настолько занят. Ar tavo mintyse tik viena mintis, kada visa tai baigsis, aš У меня еще užsiėmęs. столько дел в воскресенье. Dar sekmadienį tiek reikalų turiu. Но написано, 7-й день для Бога удели. Parašyta 7 diena dėl Dievo. Нет, 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 мне надо много еще сделать. Ne, man dar daug reikia padaryti. Это не почтение. Tai yra nepagarba. Это не Tai почтение nepagarba. к установленным Богом правилам. Dievo nustatytom taisyklėm, Поэтому tvarkai. Петр призывает Todėl Petras к kviečia благочестию. maldingumai. В благочестие братолюбие. Maldingume brolybė. В этом мы еще должны возрастать. Tame mes dar turim aukti. Братолюбие – это братская привязанность Brolybė. Tai yra broliškas prisirišimas. и взаимная жертвенность по отношению друг к другу. Ir tarpusavio pasiaukojimas vienas kitam. Независимо, сделал тебе этот человек, приятен ли он тебе. Ar ką tau padarė tas žmogus, nepriklausomai nuo to, ar jis tau malonus, Подал он тебе руку. ar jis tau padavė Улыбнулся. ranką, ar nusišypsojo. Независимо от этого. Nepriklausomai nuo šito. Ты всегда готов. Tu visada esi pasiruošęs. Раздражает ли он тебя? Ar jis tave erzina, Но ты готов. bet tu pasiruošęs. Мы призваны к братолюбию. Mes esam pašaukti В brolybei. Иоанна, давайте почитаем 1 Иоанна. Обязательно, 4:20. 1 Иоанна. 1 Jono, Вау, как сложно ориентироваться. 4 skyrius. 1 Иоанна 4:20. Вот к чему призывает нас 20 Бог. eilutė. Štai kam kviečia mus Посмотрите. Dievas. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? 1 Jono 4:20. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato? Очень хороший тест Labai geras testas. на то, насколько сильно я люблю Бога. Kiek stipriai aš myliu Dievą. Это тест на то, насколько сильно я люблю братьев или сестер. Tai yra testas
tam, kiek stipriai aš myliu И brolius. тогда ты seseris. сможешь измерить свою любовь к Ir Богу. tada tu galėsi pamatuoti savo meilę Dievui. Много сегодня. Я люблю Бога, Бог моя жизнь, знаешь. Šiandieną daug yra tokių, kurie mano Dievas mano gyvenimas. Но когда Man gyvenimas. рядом сидящему нужна помощь, Bet kai šalia sėdinčiam reikia pagalbos, как-то вот не замечаешь. kažkaip Что такое nepastebi. братолюбие? Kas yra ta brolių Это, говорит, это то, что мы mylėjimas? должны замечать друг друга, Tai yra tai, kad mes turim pastebėti vienas видеть kitą друг brolybę, друга matyti vienas kitą и слышать друг ir друга. girdėti То есть vienas kitą. прислушиваться. Tai yra Смотрите, prisiklausyti, каждый раз, įsiklausyti. посмотрите, каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь из церкви, общаюсь, Kiekvieną kartą, kai aš susitinku su kažkuo iš bažnyčios ir bendrauju, я не просто как бы поддерживаю разговор, aš ne tik palaikau pokalbį, но я прислушиваюсь, bet aš įsiklausau, какие слова говорит этот человек. kokius žodžius tas žmogus kalba. Потому что из его слов Nes iš jo žodžių я могу понять, galiu suprasti, чем он живет, kuo jis gyvena, какое у него состояние, kokia savijauta какие, stovi может pas быть, jį, проблемы. kokios И problemos. уже на основании этого, Ir jau ant šito Я pamato, понимаю, šito что pagrindo aš этому suprantu, человеку нужна помощь, kad tam žmogui reikia pagalbos, поддержка. palaikymas. Но если бы я не прислушивался, Bet jeigu aš мне neįsiklausyčiau, бы было бы все равно. man būtų О, vis привет, viena. как дела? Хорошо. О, аллилуйя. Kaip reikalai gerai, o, viskas Ай, как gerai. дела? А, хорошо. Kaip gerai reikalai. Поэтому всегда можно понять, когда ты вот братолюбие, так ты слышишь человека, Brolybė tai yra tai, kai tu girdi žmogų, ты прислушиваешься к его эмоциям. tu Почему? įsiklausai jo emocijų. Kodėl? Тебе важно, почему он сегодня без настроения. Tau svarbu, kodėl jis Тебя šiandien be интересует. nuotaikos, tave Ну что domina. значит братолюбие? Тебя Tai ką интересует. reiškia brolybė, tave domina. Мы церковь, мы тело Христова. Mes bažnyčia, mes Kristaus kūnas. Мы зависим друг от друга. Mes priklausom vienas nuo kito. Нравится мне это или не нравится? Ar man tai patinka, ar Мы nepatinka, зависим. mes priklausom. Реально мы зависим. Realiai mes priklausom. Об этом говорит Слово Божье. Apie tai kalba Поэтому- Dievo žodis. В духовном росте должно быть братолюбие. Todėl dvasinėme augime turi būti ta brolybė. Сестролюбие еще можно назвать. Ну, переводи. Seserybė. Что за сесерибя? А как будет по-литовски сестролюбие? Нету такого слова. Давайте придумаем свой христианский сленг. Хорошо. И Петр призывает. Ir Petras kviečia. Если ты говоришь, что любишь Бога, покажи. Jeigu sakai, myli Dievą, parodyk. Покажи на деле. Parodyk darbe. Покажи в церкви. Bažnyčioje parodyk. Найди кого-то, послужить кому-то. Susiras kažką, patarnauti kažkam. Найди. Может, у тебя есть что-то, что тебе не нужно, но у кого-то это есть. Jeigu tu turi kažką, ko tau nereikia, Какая-то может быть вещь. kažkokio tai daikto, Походи по церкви, pavaikščiok узнай. po bažnyčią, pasiklausyk. Скажи, может быть, кому-то нужна машина, Galbūt kažkam mašinos reikia. Мерседес. Mersas. Ха, дождешься. Она и мне нужна. Sulauksim. Ir man reikia. Это пример Tai tik pavyzdys. братолюбия. Brolybė. В благочестии братолюбия. Посмотрите, когда у тебя есть почтение к Богу, Kai tu turi pagarbą Dievui, когда ты переживаешь страх перед Богом, kai tu gyveni baimę Dievui, когда ты в таком благоговении перед Богом, kai tu tokioj pagarboj prieš Dievą, это будет отражаться на других людях. tai bus В matoma братолюбии. ant kitų žmonių, Ты понимаешь, kituose žmonėse. ты не сможешь пройти мимо. Tu negalėsi Вот praeiti это pro реально. šalį, realiai. Когда ты с Богом, ты не можешь пройти мимо своего брата и сестры. Kai tu su Dievu, tu negali praeiti pro savo brolį, seserį, Ты pro просто šalį, pro juos. взволнован. Tu sujaudintas. Сегодня с утра я звонила Рунасу. Šiandieną ryte Я skambinau. говорю, ну Arūnui. как твои дела? Sakau, kaip tavo Говорит, reikalai? скучаю. Nuobodžiauju. Не, скучаю. Что значит набоджал? A. Na gerai, ilgiuosi. Скучаю. Уже, говорит, уже так, знаете, тяжело. Jau sunku. Говорю,
Говорю, не переживай, мы молимся, Nepergyvenk, mes мы meldžiamės, поддержим. mes palaikom. Знаете, когда ты далеко, не только от семьи, но и от духовной семьи. Kai tu esi toli ne tik nuo šeimos, bet ir nuo dvasinės Послушай, šeimos, дьявол paklausyk. тут как тут. Velnis čia kaip čia. И он начинает рассказывать тебе свой сценарий. Ir jis pradeda pasakoti savo scenarijų. Поэтому важно, Todėl labai svarbu. позвони, Paskambink, узнай, sužinok, кого-то не было. kažko tai nebuvo. Потому что это задача каждого в нашей церкви. Nes tai kiekvieno iš mūsų Pasakykit. bažnyčioje užduotis. Иногда это люди скидывают на пастыря, на лидеров. Kartai žmonės tai palieka pastoriai ir lyderiam. Смотрите, но когда вы читаете Слово Божье, Bet kai skaito Dievo žodį, написано, когда один член болеет, parašyta, kai vienas narys serga, написано что? parašyta kas? Чувствует все тело. Jaučia tai Всё visas тело. kūnas. Почему я должен только чувствовать? Kodėl aš vienas tik turiu Где jausti? справедливость? Kur ta teisybė? Поэтому, дорогие, Todėl, brangieji, будьте внимательны друг к другу. būkite dėmesingi vienas kitam, Заботьтесь. rūpinkitės Это сделает нас более ближе. ir padarys tai mus Посмотрите, еще artimesniais. чуть-чуть. И дальше написано, в братолюбии любовь. Ir toliau parašyta Pas- brolybė, meilė. Это здесь есть большая разница. Čia yra didžiulis skirtumas. Есть братолюбие, Yra а brolybė, есть любовь. o yra Это meilė. более высокий уровень. Tai žymiai aukštesnis И lygis. в чем он проявляется? Ir kaip jis pasireiškia? Когда в тебе есть любовь, как у Бога, Kai tu turi meilę kaip pas Dievą. к Dievo погибающим. meilę tiem žūstantiem. Послушай, к погибающим. Žūstantiem. К погибающим. Žūstantiem. Им не нужна братолюбие. Jiem nereikia tos Им broliškos нужна meilės. любовь Бога. Jiem reikia Dievo Написано, meilės. ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего. Parašyta, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad savo sūnų atidavė. В братолюбии любовь. Broliškai meiliai. Это говорит о более большом масштабе. Tai kalbama apie didesnį maštabą, О apie всем didelį, человечестве. apie visą О žmoniją, погибающих людях. apie žūstančius Ты žmonės. заботишься о них. Tu jais У тебя есть rūpiniesi, сострадание к ним. turi Ты gailestį носишь в jiems, своем сердце бремя. tu širdį nešiojasi tą Потому что ты naštą, видишь, как они nes страдают. tu matai juos kenčiančius. Они идут в ад. Jie eina į Ад — pragarą. это самое страшное место. Pragaras pati baisiausia vieta. И это будет продолжаться вечно. Ir tai amžinai И tęsis. вот когда в твоей жизни любовь Бога, Ir kai tavo gyvenime yra Dievo ты не meilė, пройдешь мимо. tu nepraeisi pro Не šalį. пройдешь мимо бездомного. Pro benamį Не nepraeisi. пройдешь мимо просящего. Tu nepraeisi pro išmaldos Ты не prašančiojo. пройдешь мимо неверующего, погибающего. Pro žūstantį, pro netikinti nepraeisi. Любовь, она всегда будет тебя направлять туда, где нету еще спасения. Meilė visada tave nukreips ten, kur Туда, dar nėra где еще išgelbėjimo. кто-то не спасен. Kur dar neišgelbėtas yra. Туда, где столько проблем, Ten, kur daug столько problemų, зависимостей. kur priklausomybių daug. Туда, где страх. Ten, kur baime. Туда будет тебя направлять любовь Божья. Ten tave ves Dievo meilė. И это важно. Ir tai yra И вот svarbu. самое важное. Ir 2 Петра svarbiausias. 1, 8, 9. 2 Petro. К чему все это нас 1 приводит? skyrius. 8-9 К eilutės. одной очень Prie- важной цели. Mus tai priveda prie vieno labai svarbaus tikslo. Когда мы стараемся вот держаться этих принципов, Kai mes stengiamės laikytis šių principų, когда мы проверяем в своей жизни, может быть, чего-то не хватает. kai mes tikrinam savo gyvenimą, galbūt kažko tai trūksta, Терпения, может быть, у меня нету. gal kantrybės nėra pas mane, С добрыми делами у меня, может быть, проблемы. su gerais darbais galbūt problema pas mane, Со страхом Божьим. su Dievo baime galbūt problema. И посмотрите, Ir там pažiūrėkit, написано, если это в вас есть и умножается, jeigu šie dalykai jumise gyvuoja ir Vidite. tarpsta, должно умножаться, tai turi daugėti, еще больше расти, dar daugiau aukti. то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Jie neduoda jum apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus pažinime.
Простые элементарные вещи. Paprasti elementarūs dalykai. Когда мы заботимся в своей жизни вот об этих 9 вещей. Kai savo gyvenime Посмотрите. rūpinamės šiais 9 Когда dalykais, мы лично принимаем решение заботиться об этом, kai mes asmeniškai priimam то rūpintis я не tuo останусь sprendimą, без плода в познании Господа. tada neliekame bevaisiai Jėzaus Kristaus pažinime. Это всегда приведет меня в Его присутствие. Tai visada atves mane į jo buvimą. Эти принципы всегда приведут меня в Его присутствие. Tie principai visada atves mane Потому į jo что все buvimą. это, что мы Nes прочитали, visa tai, ką mes čia skaitėm, отражает характер Бога, visa tai atspindi Dievo самого charakterį. Бога, Paties Dievo кто Он charakterį. есть по-настоящему. Kas jis yra iš tikrųjų, koks jis yra iš tikrųjų. Он со всем старанием исполнил свое предназначение, Jis su visom Понимаете? pastangom įvykdė savo что привело paskirtį. его к смерти на кресте. Kas jį atvedė iki kryžiaus, iki Он не mirties. избегал этого, Jis to nevengė, но ему пришлось приложить старание. bet jam reikėjo dėti pastangų. Ему пришлось верить в человека, Jam reikėjo tikėti žmogum, довериться Богу, pasitikėti что ту Dievu, миссию, на которую Отец его послал, kad ta misija, į kurią Dievas jį она siuntė, принесет плоды. tai atneš vaisių. И плоды это вы. Ir tie vaisiai tai Он jūs, был долготерпив. todėl kad jis buvo kantrus. Labai kantrus. Он служил, делал добрые дела. Jis tarnavo ir darė gerus darbus. Он воздерживал себя. Jis save sulaikydavo. Он почитал своего Отца Небесного. Jis gerbė savo dangišką tėvą. Он любил своих апостолов, Ir apaštalų savo mylėjo, которых иногда хотелось разогнать. kuriuos kartais norėjosi išgainiuoti. И также он любил этот мир. Ir jis taip pat mylėjo šitą Когда к pasaulį. нему приходили грешники. Kai ateidavo pas Или nusidėlį, когда он приходил грешник. arba jis eidavo pas nusidėlius, Он никогда не отворачивался от них. jis niekada nenusisukdavo nuo jų. Фу, ты воняешь. Fui, tu smirdė. Фу, ты не такой, как я. Fui, tu netoks kaip aš. Но он всегда был открыт. Jis visada buvo atviras. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Какой парадокс. Paradoksas. Как только я не начинаю заботиться о тех вещах, которые мы читали, Kai tik pradedu nebesirūpinti tais dalykais, apie kuriuos skaitėm, это говорит о том, что я начну забывать, что Иисус сделал, дорожить тем, что Иисус сделал на tai кресте. kalba apie tai, kad mes pradedam pamiršti, ką Jėzus ant kryžiaus padarė А это dėl самое manęs. дорогое. O tai И тогда, Брендяуся. посмотрите, ir tada, и тогда ir я начинаю увлекаться чем-то, какими-то странными учениями. aš pradedu žiūrėti kažkokius labai keistus Меня начинают mokymus. увлекать какие-то чудеса обязательно. Mane tada Такие, pradeda знаете, traukti какие-то stebuklai kažkokie, ощущения такие. kažkokie pojūčiai, Но важно не это. bet ne tai yra svarbu. Не чудеса приводят тебя к Богу. Ne stebuklai tave atveda prie А Dievo, вот, не чудеса тебя приближают к Богу. ne stebuklai tave priartina prie Dievo. Многих Бог исцелил, и они не покаялись. Daugelį Dievas išgydė, bet jie net gailavo. Так и ушли, так и умерли. Taip ir išėjo ir mirė taip. Поэтому это очень важно. Todėl tai yra 9 svarbu. принципов, 9 о principai, которых мы говорили. apie kuriuos mes Это kalbėjome. старание, Tai yra stropumas, Viera. pastangos, tikėjimas, добродетель, dorybė, рассудительность, pažinimas, воздержание, susivaldymas, терпение, kantrybė, благочестие, maldingumas, братолюбие brolybė и любовь. ir meilė. Все это Visa tai приближает нас artina mus становиться все более похожими на Иисуса Христа. prie panašumo